Это одно из главных ежегодных событий для всех сельхозпроизводителей страны. Выставка ТАТ Агроэкспо. Самые передовые решения для агропромышленного комплекса едва уместились в 3 павильонах Казани-Экспо. От самых маленьких компаний до гигантов сельхозотрасли в прямом и переносном смысле, как, например, этот комбайн из Ростова-на-Дону. Флагман в сфере АПК. За сезон такая машина способна обработать 1000 гектаров земли. Это уже современная разработка из Самары. Последняя модель самоходного опрыскивателя для обработки почвы средствами защиты. Производительность до 80 литров. Если смотреть на опрыскивание, до 80 гектар. Может спокойно производить 350-400 гектар. Это спокойно, за смену. Машина может работать и ночью, в темное время суток. Производим жидкие органоминеральные удобрения для листовых подкормок. А это вот результат, который могут достичь наши сельхозтоваропроизводители. Внутри этих склянок органические добавки, сочетающие макро- и микроэлементы. Компания из Татарстана производит 11 видов удобрений. На 35 тысячах квадратных метрах 400 экспозиций из нашей республики, регионов России, Белоруссии и Кыргызстана. Сегодня стенды осмотрел глава Минсельхоза Марат Зеббаров. Он отметил, выставка уже 5-й год доказывает свою эффективность. В этом году впервые экспозиции представлены во всех 3 павильонах. Экспоцентр демонстрирует сельскохозяйственную технику, оборудование, сырье для эффективного животноводства, растениеводства, изделия для переработки. Мы ожидаем, что выставку посетят свыше 10 тысяч специалистов АПК со всей России. Масло 82% жирности и сливочный сыр 55%. Не только осмотреть, но и попробовать на вкус. Это конкурс на лучший молочный продукт. Здесь представлены масло, йогурты и сыры крупнейших комбинатов республики. Кроме оценки независимой комиссии, есть и народное голосование. Ряд сырный проходим, у всех попробовали, но мне больше всех понравился почему-то мамадышский сыр. На вкус обращаю внимание, на твердость. Мне очень понравился йогурт, он очень вкусный, насыщенный, чувствуется натуральность продукта. О том, куда текут молочные реки, обсуждают на круглом столе производители белого золота республики. По итогам прошлого года в Татарстане взят знаковый рубеж по надою – 2 миллиона тонн. Этому во многом способствовало строительство новых молочных комплексов, но остаются и проблемы, отмечает Марат Зеббаров. Много и у нас вопросов вообще к молочному рынку, ценовой ситуации. На сегодняшний день идет и серьезное снижение цены на сырое молоко. Для наших предприятий, конечно, это все очень болезненно. При этом цена для потребителя выросла значительно и спровоцировала снижение спроса. По итогам года по стране примерно на 1,5%. Об этом говорит уже руководитель Национального союза производителей Артем Белов. Это было объективно обусловлено. 2021 год был сложный, себестоимость выросла не только на ферме, она выросла и в переработке. В переработке, по нашим оценкам, зависит от категории, она выросла там до 18-19%. И, соответственно, в 2022 году, по сути, переработчики компенсировали вот этот резкий рост себестоимости, который был в 2021 году. И в итоге мы видим, что в среднем цена на молочную категорию выросла за прошлый год на 18%. ТАТ Агроэкспо продлится 2 дня. Кроме экспозиций, это 3 десятка круглых столов, деловых переговоров и семинаров. Кульминацией завтра станет коллегия Минсельхозпрода Татарстана с участием Рустама Миниханова. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.